получения сока нам не нужна соковарка. Нам понадобится виноград и наша любимая 8-литровая кастрюля со вставкой для приготовления масла. Виноград очищаем от кистей и наполняем кастрюлю доверха. На дно кастрюли выливаем стакан воды и углубляем поставарку в кастрюлю. Вы можете налить воды немножко больше, но я не рекомендую, потому что виноград у нас мокрый, мы помыли, очистили, и влаги вполне хватит для испарения сока. Поэтому ягоды должны быть все чистенькие, свеженькие, здесь не должно быть гнилых или примятых ягод. Итак, закрываем кастрюлю крышкой и ставим плиту на средний огонь. В кастрюле появился водяной забор, то есть крышка легко катается по желобку с водой, который образовался между крышкой и кастрюлей. Это означает, что она нагрелась, и мы можем делать огонь минимальным. Я делаю огонь минимальным и оставляю кастрюлю на некоторое время. Это будет не меньше, чем полчаса. При этом обратите внимание, я не подставляю никакие емкости, не слежу за соком в процессе приготовления, как это происходит в традиционной пароварке. Через полчаса я решила открыть кастрюлю и посмотреть, что же там происходит. Вот так осел виноград. Очевидно, что внизу уже есть сок. Давайте тоже туда заглянем. Я поднимаю кастрюльку. И обратите внимание, что сока там уже достаточно много. Желательно так не делать. Я просто полюбопытствовала, потому что делаю такой эксперимент первый раз. Виноград выгорелся не весь, поэтому оставляем сок еще на полчаса. Через некоторое время выключаем плиту и ставим сок вскипать. Вот что получилось. Я ставлю специальный пазик, и он втекает. Можно еще нажать толкушкой для того, чтобы процесс был быстрее. Вот так заварился наш сок. Напоминаю, он практически вскипел, это все было на пару. Сейчас я немножко помогу ему в стекании с помощью толкушки. Слегка придавливаю. Обратите внимание, какой сочный виноград. Наша кастрюля постояла, и мы можем посмотреть итоговое количество сока. Открываем крышку, кладем ее на стол, она быстро вычерствует. Вот сколько сока. Всего лишь столько жмыха. Напоминаю, мы сначала выпаривали виноград на водяной бане, буквально полстаканчика воды, а потом мы немножко потолкли его толкушкой. Смотрите, какой красивый, яркий получился сок. Скорее всего, его придется разбавлять водой, потому что он очень концентрированный. Здесь уже смотрите на свой вкус. Его можно пить сразу или закатывать в банки. Перед этим нужно его закипятить и разлить по стерилизованным банкам, далее закатать. Готовьте вкусно, быстро и полезно вместе с нами и Сайкук. Приятного аппетита!